Масштабное событие во Владикавказе сегодня открыли Центр спортивной борьбы братьев Таймазовых. К этому приурочили и первый открытый турнир по вольной борьбе среди юношей на призы братьев Таймазовых. Соревнования прошли в манеже. За победу боролись команды из Армении, Азербайджана и Северокавказских республик. Первое командное место досталось осетинским спортсменам. Финальную точку в турнире поставил Батрас Цхавребов. Он оказался сильнее соперника из Махачкалы. Сегодня был настоящий праздник спорта. Во Владикавказ приехали почетные гости, в их числе трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк, президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, олимпийская чемпионка Светлана Журова. Кто еще в этом звездном списке и как все было, расскажет Алана Тамаева. Тут есть все условия для подготовки олимпийских чемпионов. В Центре спортивной борьбы братьев Таймазовых будут жить и готовиться к соревнованиям сразу 30 юных спортсменов. Тут готовы принимать ребят до 17 лет. Это такой интернат, где все сделано, чтобы воспитывать чемпионов. Трехразовое сбалансированное питание, зоны отдыха и восстановления. У начинающих борцов будут 2 тренировки в день. Они уже познакомились с условиями здесь, делятся. Все очень нравится. У нас тут хорошие условия, хорошее питание. У нас двухразовые тренировки, успеваем отдыхать, есть время для отдыха. Отбор был серьезный, сюда попали только самые перспективные борцы. Отбор происходит по результатам мальчиков, которые выиграли чемпионат Осетии, республики. И первые и вторые номера находятся здесь по всем весовым категориям. На открытии Центра спортивной борьбы братьев Таймазовых приехали именитые гости со всей страны. Им показали комплекс, а они поделились впечатлениями. Говорят, условия отличные. А еще отмечают, его открытие – важное событие не только для республики. Северная Осетия – кузница победителей самых серьезных соревнований. Трехкратный олимпийский чемпион Артур Таймазов поделился. Надеется, что в ближайшее время воспитанники Центра начнут покорять мировые борцовские ковры. Сегодня у нас в Осетии собрались эпоха советского спорта и российского спорта. Легенды наши, любимые, уважаемые, старшие. Мы на них всегда равнялись. Я надеюсь, что в ближайшем будущем, в ближайшие 5 лет именно с этого клуба выйдут такие же легенды, как наши уважаемые, старшие и те, которых мы любим и уважаем. К открытию Центра приурочили первый турнир по вольной борьбе братьев Таймазовых. Он прошел сегодня в манеже. Дворец спорта «Манеж» никогда не принимал такого количества известных на весь мир гостей. Больше 20 олимпийских чемпионов в разных видах спорта прилетели сегодня в Северную Осетию на один из крупнейших борцовских турниров этого года. Олимпийские чемпионы, имена которые знает каждый: Михаил Мамиашвили, Махарбек Хадарцев, Давид Мусульбес, Александр Поветкин. Список почетных гостей превышает 60 человек. Спортсменов, политиков, деятелей культуры и простых мальчишек, которые пришли поболеть за друзей, сегодня объединил настоящий праздник спорта. Потрясающая атмосфера, молодые спортсмены на ковре, вообще настоящий праздник. Спасибо Артуру Таймазову, который пригласил нас всех сюда из разных видов спорта, но мы все объединены одной семьей, вот, чтобы прославлять свою страну, свой регион, свой город. В финале соревнований 8 команд из Армении, Азербайджана, Северокавказских республик. Это около 80 человек. На турнир приехала делегация из Южной Осетии. Поприветствовал гостей турнира глава республики Вячеслав Бетаров. Он поблагодарил организаторов за сегодняшний праздник спорта и отметил: открытие Центра спортивной борьбы – знаковое событие для республики. Центр спортивной подготовки, который они подарили нашим младшим, нашей молодежи, станет кузницей для подготовки молодых известных спортсменов. И уверен, что в ближайшее время на мировых и олимпийских первенствах зазвучат имена учеников этого центра. Первое место в турнире заняла команда, которая представляла Центр спортивной борьбы братьев Таймазовых. Для ребят соревнования стало отличной возможностью проявить себя. Впереди очередные состязания. Готовиться к ним юные борцы уже начали. Алана Тамаева, Сергей Гаглоев. Новости Осетии.